Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто и что совсем скоро войдет в вашу жизнь? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, начнем с корня рисунка. В корне рисунка у нас прям с правой стороны движется человек на лошадке. У кого-то это отыграется добрый вестник, который несет очень положительные, добрые новости для вас, новости, сообщения, предложения. А у кого-то отыграется, что человек, которого вы долго ждали. Ждали к себе в гости, например, ждали активности со стороны этого человека. Вот смотрите, прямо уже подбирается к вам еще одно маленькое препятствие, и уже человек рядом с вами несет вам радость, удовольствие, наслаждение, улыбки, знаете, вот подъем в эмоциональном фоне. Опять же, у кого-то отыграется, что человек может и деньги принести, но это как реже отыграется. Больше все-таки про чувства, про эмоции. Здесь у вас выходит пчелка. Пчелка, которая крылышки сложила, да, и любуется тем запасом меда, либо количеством собранного нектара, который она собрала. Это вы и результаты ваших трудов. То есть вы будете довольны собой, вы будете довольны тем результатом, который вы получили. Результат у вас идет приумноженный. То есть все, что вы делали, будет умножаться, приумножаться, прирастать. Кстати, вот эта ситуация позволит вам наконец-таки отдохнуть. Возможно, вы действительно очень кропотливо работали, много работали, тяжело работали. А теперь у вас как сменяется тональность с тяжелой работы. Вы переходите в отдых, в наслаждение, в удовольствие. Да, вот как передышка идет, да? Передышка, отдых, расслабление, отпуск. Да? У кого-то, кстати, отпуск идет. Отпуск. Возможно, вы получите отпускные, и они будут больше, чем вы ожидали. Либо помимо отпускных, например, там, любимый человек еще вам денежку подкинет, либо кто-то из родственников. И вы прям так с удовольствием думаете: ах, как классно, и работать не надо, и денежки у меня есть. Ну, живем, наслаждаемся. Так, еще важный момент. Человек с инициалом на букву «С». Это может быть имя, это может быть фамилия, может быть, вы так называете этого человека на букву «С». Этот человек вас чем-то порадует. Мне вообще идет как предложение какой-то дороги. Может быть, вместе посетить какое-то место, либо вместе куда-то сходить. Опять же, человек может вас там, не знаю, подвести, отвезти, привезти для вас что-то. Ну, в общем, хорошее. Он делает для вас хорошее, либо она делает для вас хорошее. Опять же, связано с путем, с дорогой. Так, с левой стороны. Здесь человек, который вам не нравился. Не нравился, либо вы не хотели общаться с этим человеком. Может быть, какое-то было мнение неоднозначное, либо предвзятое отношение было к этому человеку. Человек для вас раскроется. Раскроется с очень положительной стороны. Вас прям судьба вот так в чем-то столкнет, сведет. Вы сначала так нахмуритесь и скажете: фу, не хочу, не буду вот с ним, либо с ней. А потом присмотритесь и скажете: ой, а неплохой человек, а почему я так плохо думала об этом человеке? Либо почему я сторонилась этого человека? Прям другими глазами посмотрите. Я не могу сказать, что вы прям задружите, там, либо любовь между вами вспыхнет. Нет, просто идет смена картинки, смена восприятия. И если раньше человек не нравился, и вы избегали этого человека, то теперь вы этому человеку рады. У вас хорошие отношения с этим человеком. Так, у кого проблемы именно в любовной сфере, то есть там треугольники, соперничество в любви. Смотрите, как я вижу. Я вижу, что тот человек, кто был вам соперником, соперницей, либо кто создавал угрозу вашим отношениям, отворачивается
отворачивается, причем, знаете, как теряет интерес, либо переключает свой интерес на совершенно другого человека. То есть как угроза соперничества, либо возникновение любовного треугольника, она полностью уходит, исчезает, испаряется. То есть здесь вы будете выдыхать, здесь вы будете чувствовать себя абсолютно свободно и раскованно. Если вы, может быть, подозревали своего нового знакомого в том, что у него есть там жена, да, либо у него есть там пассия, выяснится, что никого у него нет. От слова совсем. Наоборот, да, человек абсолютно свободен и 100% ориентирован на вас. Потому что вы стоите на сердце. А тот, кого вы считали соперником, соперницей, ну, как знаете, отваливается. Совершенно в другую сторону уходит человек. Так, еще у кого-то появится новый либо сотрудник, либо как начальник, может быть. А может быть, это человек, с кем вы начнете сотрудничать, если вы занимаетесь собственным делом. Человек достаточно скользкий, человек очень хитрый, человек, знаете, в любую дырку залезет. Да? При этом человек себя выдает за такого белого и пушистого, ну, аки-ангел. Здесь вот как совет вам дается, да, рекомендация, совет. Смотрите, с этим человеком работать, сотрудничать можно и даже нужно, потому что человек такой юркий, вот вижу цель, не вижу препятствий. Но этого человека нужно постоянно контролировать. От слова прям тотально, да, тотальный контроль за этим человеком. Потому что, несмотря на все положительные качества, человек, ну вот это в природе этого человека, да, он может пытаться где-то вам чего-то недосказать, либо что-то где-то припрятать от вас. Если вы умеете контролировать, либо вы хотите этим заниматься, тогда сотрудничество будет очень успешным, плодотворным и успешным. То есть с этим человеком можно выйти в прорыв. Прорыв, которого вы давно искали, давно ждали. Либо как-то можно за счет этого человека, либо благодаря этому человеку как-то укрепиться на позиции, либо даже вырасти по карьере. Но опять же, надо контролировать, каждое слово контролировать, либо человека постоянно дергать, какие-то проверки устраивать, да, либо напоминать человеку, что ну, ты же пообещал, да, либо пообещала. Вот как-то так нужно вести себя. Дружить, работать, сотрудничать, общаться, но при этом чтобы была какая-то жесткость между вами, да, чтобы человек понимал, что вас нельзя обманывать, либо вас нельзя по кругу крутить. Да. Вот научитесь этому, либо откажитесь тогда от сотрудничества с этим человеком, особенно если вы этого человека нанимаете к себе на работу, потому что 100% будет мухлевать и где-то вас обкрадывать, несмотря на то, что человек действительно знает дело, умеет работать и будет давать хорошие результаты. Так, еще у кого-то муж либо сын поменяет работу. Причем работа как будто бы его сама найдет. Какие-то люди на него выйдут. И тут будет немножко, знаете, неспокойно. С одной стороны, мужчина вроде как работает, да, и какая-то стабильность присутствует. Пусть денег не так много зарабатывает, но все равно это стабильно. А тут предлагают просто манну небесную, да, которая с неба на голову падает. И это будет немножко сомнительно и очень переживательно для мужчины. Может быть, он всего и не будет говорить, но переживать точно будет. Смотрите, идет информация, что ему нельзя отказываться от смены места работы. Если предлагают хороший контракт, если предлагают хорошую должность, пусть соглашается. Вот эта его стабильность, где он сейчас работает, очень похожа на болото. И чем дальше, тем больше засасывает. То есть, например, зарплата не будет расти, улучшаться условия труда тоже не будут. Он так просто будет сидеть и прозябать, понимаете? Вот лучшие годы, либо вот когда он в рассвете сил, да, он может делать карьеру, ему не дадут. А если он сменит место работы, во-первых, и по деньгам будет хорошо, во-вторых, знаете, как он, смотрите, и его будут уважать, и он себя зауважает, да? Вот идет реализация себя целиком и полностью, вот всех его сильных качеств, всех его умений, всех его способностей. Здесь однозначно надо менять, и нужно уходить в новое. Прощаться с этим старым болотом, с этой псевдостабильностью и уходить в новое, уходить в рост, уходить в прогресс, ничего не бояться. Вот так ему и скажите: я в тебя верю, я с тобой,
прорвемся, да, у нас все получится, потому что мы вместе. Например, я тебя люблю, да, ты мой муж, либо я тебя очень люблю, я поддержу, ты мой сын. Как-то так, девочки. Поддержите своего мужчину. Так, еще у кого-то взорвутся социальные сети. К вам прям как волна идет. Волна, не знаю, волна знакомых. Вот все начнут писать, расспрашивать, где вы, как дела. Может быть, какие-то новые люди найдутся, с кем вы познакомитесь, начнете переписываться. Очень много времени вы будете тратить на эти социальные сети. Знаете, как пропадать даже в них будете. Но, с другой стороны, это интересно. Это общение, пусть даже виртуальное, но все равно общение. Девушки, женщины, кто в поисках своей половиночки, вот вам прям идет рекомендация искать в социальных сетях, да, либо больше общаться в социальных сетях. Смотрите, у кого-то идет вот прям накладка, да, одной линии на другую линию. Да, возможно, вы с кем-то познакомитесь через интернет, человек, например, там, вас куда-то позовет, пригласит, и через этого человека вы познакомитесь со своей половинкой. Да, как-то так идет. Либо через этого человека вы, допустим, найдете хорошую работу, да, либо каких-то хороших людей повстречаете. Как накладка на накладку. Так, еще у вас тут троечки повыходили. Ну, чем-то будете заниматься, обучаться, что-то новое будете узнавать. Смотрите, у одних отыграется, что вы учитесь, да, поступите на какие-то курсы, будете посещать, может быть, какие-то занятия. А у других отыграется, что вы будете учиться на чужом опыте. Да, то есть вы будете общаться с людьми, которые будут с вами обсуждать какие-то темы, рассказывать, как у них там что получалось было, какие они ошибки допустили, либо каких действий они не совершили, а это нужно было сделать. И прям вы все будете мотать на ус. То есть вы так будете богатеть знаниями, богатеть чужим опытом, и, конечно же, вам будет намного проще в вашей работе, либо в вашей ситуации. То есть идет знание, навыки, опыт от других людей. Здесь еще идет как предупреждение. Не идти шаг в шаг за другим человеком. То есть вам кто-то что-то рассказал, да, с вами поделился, вы эту информацию стараетесь приспособить под себя и идти своим собственным путем. Не по протоптанной дорожке другим человеком, а своим путем. У вас другой путь, понимаете? Другой. Если вы будете идти по чужим следам, то, скорее всего, будете петлять. Да? А так у вас есть свой путь, который более быстрый и более действенный, эффективный. Так, еще какие-то танцы. Вот у меня идут танцы. Вот где-то вы будете танцевать, может быть, дома будете танцевать. Прям настроение такое танцевальное у вас идет. У кого-то отыграется, что вы посетите какое-то место, где будет музыка, там, не знаю, дискотека, живая музыка. Может быть, вас в клуб пригласит подруга, либо молодой человек. Вот танцы, удовольствие от того, что вы танцуете. Такие вот прям вспышки, ощущение, что ох, я счастливая, мне так хорошо. Кто-то вообще замуж будет выходить, да, зашла ко мне невеста или жених, смотрит мою отсыпочку. Переживаете, да, за свою свадьбу, да, все хорошо будет, вы поженитесь, вы любите друг друга. Все прекрасно. Главное, поменьше слушайте родственников, что с одной стороны, что с другой стороны. Конечно, они хотят хорошее, там и советы у них стоящие, да, но все равно живите своим умом. Делайте так, как вы считаете нужным. И пусть этот праздник будет прежде всего для вас. Не для гостей, не для родственников, а именно для вас. Да, кстати, вот кто будет вступать в брак, в законный брак, очень хороший у вас брак идет. Брак, который будет вас постоянно вот прям сближать друг с другом. Сколько бы вы там лет не прожили, десятилетий, да, вы только ближе будете становиться друг к другу. Если вы боитесь каких-то сложностей, ну, сложности они у всех в жизни бывают, вам сложности по жизни, вот вашей паре, будут даваться для того, чтобы вас, например, не развести, а больше как укрепить ваш союз. Ну, вы поймете, о чем я говорю, позже поймете. Вы совсем справитесь, вдвоем совсем справитесь. Друг друга очень ценить будете. И любить, и ценить. Это очень хорошо. Кстати, возможно, вы выдаете замуж дочку, внучку, либо жените сына. Хороший брак, добрый брак. Тут вам счастливый. Так, еще. Здесь образ женщины, которая в своих руках
держит прям огромный мир. Но у кого-то идет путешествие на дальние расстояния, а у кого-то даже поездка-переезд куда-то далеко-далеко. Знаете как, это судьба, пришло время, да, время, не знаю, мир посмотреть, куда-то поехать, переехать. Как ваше время пришло. Время обновления, время изменения и время вот этих, знаете, как новых страничек вашей жизни, которые вы будете писать сами. Если раньше вы жили по какому-то стандарту, по какому-то шаблону, знаете, как несвободный человек был, то теперь все открыто. Все, что вы хотите, все, что вы там мечтали, думали, все начнет притягиваться в вашу жизнь и все начнет исполняться. Поэтому старайтесь думать только в позитивном ключе, отгонять всякие дурные мысли и настраиваться на то, что у вас все хорошо, вам легко, у вас все получается. Знаете как, весь мир у ваших ног. Да? Вы так думаете, и оно так и будет. Оно действительно так и будет. Знаете, как награда идет вам. Награда за страдания, за прошлое, за лишение, за то, что вы пережили. Жизнь очень резко меняется. Новый путь, новая дорога. Для вас вообще как-то противопоказано сидеть на одном месте, сидеть на одной точке. Надо двигаться. Вот, кстати, у кого проблемы по здоровью, здесь прям такая рекомендация, да, движение. Выходите из дома, больше гуляйте, больше ходите. Не можете, не хотите выходить из дома, тогда по квартире своей ходите, не знаю, круги наматывайте. Надо двигаться. В движении идет наполнение, идет расцвет, идет такая зарядка, понимаете? Вы сами себя заряжаете энергетикой. Двигайтесь, почаще двигайтесь. Так, и еще. Здесь вышел образ человека жадного. Вот честно говорю, да, очень жадный человек. Возможно, даже у человека какие-то серьезные проблемы по здоровью, либо плохо выглядит человек. Очень жадный. И вы, возможно, уже неоднократно столкнулись с тем, что человек очень жадный. Смотрите, от этого жадного человека вам идет какой-то очень ценный подарок, потому что этот человек мало того, что держит монетку в руках, так еще и лилия наверху. Ценный и важный подарок для вас. Вам идет от этого человека. Для вас, конечно, это будет шок, будет сложно поверить, да, особенно, ну как у человека зимой снега не выпадешь, тут на тебе. Этот подарок важно принять. Принять и, ну, как поблагодарить, да, и пользоваться этим подарком. Так еще идет. Принимайте, благодарите, пользуйтесь. Вот. И я так скажу, этот подарок, он не последний. За этим подарком еще будут какие-то подарки. Этот подарок, он как будто бы открывает череду подарков в вашей жизни от разных людей уже, от разных. Может быть, у вас, кстати, будет какой-то праздник, юбилей, день рождения. Вам очень много будут дарить подарков. Разные люди разные подарки будут дарить. Но что открывает эти подарки? Это подарок от жадного человека. Вот его щедрый, либо ее щедрый подарок открывает череду подарков. Это замечательно. Замечательному человеку замечательные подарки. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.